Я хотел бы поблагодарить Республиканский институт Конфуция, китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета, лично вас, Анатолий Афанасьевич, госпожу Люсулин за такое внимание, за предоставление не только китайской поэзии, не только китайской художественной литературы, но и китайской культуры в книжном формате. Я хочу сказать для всех, что это не первый проект. Мы выпустили несколько книг, и, может быть, это громко звучит, но какая-то небольшая часть наших издательских усилий – это презентация Китая в Беларуси через книгу, изданную в нашей стране на белорусском и русском языке. Спасибо вам, Анатолий Афанасьевич, вы всегда поддерживали эти наши идеи. Министерство информации запланировало новый проект с Министерством иностранных дел, который расскажет устами белорусских послов в Китае и китайских послов в Беларуси расскажет о Китае. И скоро, надеюсь, мы будем тоже такую книгу презентовать в Национальной библиотеке. Дорогие друзья, эта серия не родилась бы, если бы нас не поддержала большая группа поэтов в Беларуси. Как мне кажется, тех людей, которые душой и сердцем, в зависимости от своего времени, от своих творческих интересов, может быть, где-то даже идя навстречу нам, как издателям, откликнулись на наши просьбы. Я признателен Николаю Михайловичу Мутлицкому, Татьяне Николаевне Севец, Леониду Васильевичу Дранько-Масюку, Науму Яковлевичу Гальперовичу. Здесь нет Олеся Николаевича Бодака, к сожалению, и ему, Юлии Онейченко, всем, кто участвовал в этом проекте представления китайской поэзии в Беларуси на белорусском языке. И мы вышли сегодня, Юлия Онейченко уже говорила про это, мы вышли на какую-то, как мне кажется, понятную магистральную линию, что сегодня переводы осуществляются или из подстрочников, или с языка оригинала. Я думаю, что эта тема представления китайской поэзии станет интересна читателям.